Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Одна из мер ускорения социально-экономического роста. Ленский мост включили в нацпрограмму развития Дальнего Востока. Миноборнауки России значительно изменила порядок приема в вузы. Раскроем некоторые детали. И теплую зиму прогнозируют в регионе. Расскажем о погоде в октябре и ноябре. Ленский мост вошел в нацпрограмму развития Дальнего Востока. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил документ. Пункт строительства автомобильного моста через Лену в районе города Якутска вошел в программу как одна из мер ускорения социально-экономического развития региона. Напомним, что 21 сентября Исаак Николаев провел заседание Совета по проекту строительства моста через Лену в режиме видеоконференции. Тогда он озвучил, что проект выходит на стадию практической реализации. Было дано поручение Министерству земельных и имущественных отношений, а также муниципальным образованиям оперативно провести работу по подготовке земельных участков. В Якутске проходит Северный форум по устойчивому развитию. В программе более 60 мероприятий, научно-практические конференции, круглые столы, семинары. Северный форум объединяет под своей эгидой 14 регионов из 5 стран. Это Россия, Финляндия, Южная Корея, США и Исландия. В связи с пандемией мероприятия проводят в онлайн-формате. Основная тема форума – транспортная инфраструктура Севера и Арктики. Это развитие Северного морского пути, автомобильных дорог, железнодорожных путей и магистральных трубопроводов. Кроме этого, участники форума уделяют внимание вопросу сохранения языков и культуры малочисленных народов Севера. Можно сказать по составу, что практически все арктические страны охвачены, и ведущие страны Азии и Европы участвуют. Только на молодежном Северный форум заявилось более 300 участников. В целом на форум мы ожидаем, что количество участников перевалит за 1000 человек, наверное. Но так как форум проходит полностью онлайн формате, все мероприятия транслируются в прямом эфире. Практически можно сказать, что любой житель планеты может посмотреть наш форум, если имеет желание и интерес к таким вопросам. Поэтому охват просто масштабный. С 1 июля в Якутии введен специальный налоговый режим для самозанятых. Его особенность в том, что нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Новая система налогообложения несет в себе ряд преимуществ, в том числе пониженную процентную ставку и возможность зарегистрироваться через приложение. Однако существует ряд ограничений. Так, новый налоговый статус не могут получить те, чей доход в год превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей, а также те, кто занимается перепродажей продукции, реализацией товаров с обязательной маркировкой, добычей или реализацией полезных ископаемых, сдачей в аренду нежилой недвижимости. По результатам прошлого года было более 32 миллиардов дохода от всего лишь 4 регионов нашей страны, да, и с этого года практически все регионы подключились, в том числе мы вот с 1 июля, и по состоянию вот на 25 число сентября этого года в республике зарегистрировано более 2800 граждан, и в том числе 46% это по городу Якутску. Миноборнауки России значительно изменила порядок приема в вузы. С 2021 года абитуриенты будут поступать в университеты по новым правилам. Они дают абитуриентам возможность выбора. Так, вузам разрешено устраивать единый конкурс на так называемые укрупненные группы специальностей. Можно установить ЕГЭ по выбору на конкретное направление. Абитуриент решит, результаты какого экзамена представить. Отсутствует разделение олимпиад на разные уровни. Вузы будут самостоятельно принимать решения о том, какие соревнования смогут принести абитуриентам бонусы при поступлении. Пункт о едином конкурсе на общие направления без разделения на специализации – это шаг к более продуманному выбору профессий для абитуриентов и студентов, считают специалисты. В Якутии из-за продолжительной засухи появились проблемы со сбором урожая.
Например, в регионе планировали собрать 10 тысяч тонн зерна, но в итоге аграрии соберут на тонну меньше. На сегодняшний день эта работа выполнена на 74%, а из 76 тысяч тонн картофеля соберут предположительно 70 тонн. Эта работа выполнена на 75%. Об этом сообщили в Минсельхозе Якутии. Хозяйство встретили проблемы по зерновым и по картофелю. И в связи с этим прогнозирование мы снизили до 90%. По овощам мы в этом году планируем собрать весь запланированный объем. На данный момент собрано 60% овощей. Ленск преображается. Излюбленным местом для отдыха остается городской парк. И на протяжении нескольких лет он меняется в лучшую сторону. Сейчас на территории парка идет стройка. По новым тротуарным дорожкам прогулялась Анна Кожевникова. Свежая плитка под ногами вместо привычных тропинок с перепутанными, выступающими на поверхность земли корнями деревьев, которые в темное время суток для ленчан были настоящей угрозой на пути. А многие именно через парк сокращают дорогу к дому. Скоро здесь появится и освещение вдоль всех этих выложенных тротуарных дорожек. Управление архитектуры и строительства при главе республики обратило внимание в сторону нефтегазодобывающей столицы Якутии. В этом году был частично профинансирован проект реконструкции городского парка культуры и отдыха в Ленске. Присоединилась к денежным вливаниям в местное благоустройство и районная администрация. Полностью сметная стоимость составляет 127 миллионов, 130 миллионов, да. И думаю, что на этом наши работы не прекратятся. Если мы в следующем году завершим работы, которые предусмотрены соглашением с Ленским районом, да, дальше будут вливания и со стороны бюджетов разных уровней, но еще к нам присоединятся наши градообразующие предприятия. В парке появится и новое строение многофункционального центра, в котором будут располагаться кафе, клубное помещение и теплый туалет. Об этом объекте давно мечтали все ленчане. Работы по возведению МФЦ будут завершены к концу октября. Здание строят исключительно из качественного материала. В основном вся древесина, который обшивочный материал, половые тоска, это все заказной, все именно сухой тоски. Идеально строгано, то, что по проекту требуется, мы все соблюдали, и толщина металла, и марки металла. Это тоже все заказано, все привозное, все тоже привозное был. Ну, по поставке, конечно, немножко мы долго ждали, но ничего, мы не справимся. По срокам мы однозначно сдадим. Также возле многофункционального центра будет возведен детский игровой комплекс, а еще один появится на месте бывшей танцевальной площадки. Деньги на второй выделила районная администрация. На входе со стороны улицы Чапаева установят новую входную группу. В прошлом же году здесь появились скейт-парк и уличные тренажеры, поэтому ленчанам есть где отдохнуть, просто погулять или провести время с пользой. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Синоптики прогнозируют теплую зиму в Якутии. Так, в октябре температура выше нормы ожидается на большей части Дальневосточного федерального округа. В ноябре температура выше нормы прогнозируется на северо-востоке Якутии, а декабрь будет теплым на большей части республики. Переходим к теме спорта. Тренироваться с персональным инструктором, составить план питания и занятий в тренажерном зале. Все это теперь возможно в спортивном комплексе «Кимберлит», что в Мирном. Там начали работать два опытных инструктора. С ними встретились наши коллеги. Мастер спорта, чемпион и рекордсмен Иркутской области по пауэрлифтингу. Теперь у жителей алмазной столицы появилась возможность тренироваться не в одиночку, а с персональным инструктором с 20-летним стажем. Василий Ермаков приехал в Мирный по приглашению культурно-спортивного комплекса. Говорит, готов поделиться опытом как с начинающими, так и с выступающими спортсменами. Любой тренер, он должен быть многогранен и уметь готовить к соревнованиям спортсмена, и начинающего уметь. И какие-то травмы, если у человека противопоказания, тоже уметь с ним заниматься, с разным возрастом. Все люди разные, главное найти индивидуальный подход к клиенту. Вместе с Василием в тренажерном зале спортивного комплекса «Кимберлит» с посетителями будет заниматься Алевтина Денсюлян. Воспитанница секции культурно-спортивного комплекса после окончания университета вернулась уже сотрудником организации.
Самое главное – это уделять заботу и внимание клиентам, дать понять, что спорт – это неотъемлемая часть их жизни, влюбить человека в это дело. Одно занятие с персональным тренером обойдется посетителю в 540 рублей. Инструкторы помогут составить план тренировок и питания в зависимости от цели. Может быть, какому-то человеку хватит 2 индивидуальных тренировок, да, а дальше он будет по расписанному плану с тренером заниматься. Может, кому-то больше понадобится, может, кому-то разовый. Или кто-то хочет попробовать вначале попасть к девушке, да, а потом попасть к мужчине, да, потому что все равно все-таки, да, разные тренера, разный подход, поэтому мы даем возможность нашим посетителям сделать выбор. В приложении культурно-спортивного комплекса можно увидеть профили инструкторов, узнать об их заслугах и записаться на тренировку. Подробнее о работе самого приложения КСК мы расскажем в следующих выпусках информационной программы «Панорама». Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.